торжественном построении, которое случится буквально через несколько минут. Друзья, ну и совсем скоро мы начнем наш... Зрители, я хочу вас поблагодарить, что вы принимаете участие в первом этапе чемпионата Республики Хакасия по зимним трековым автогонкам по поручению главы города Черногорска Василия Васильевича Белоног. Я вас приветствую. Хочу пожелать вам удачных стартов, прекрасных финишев. И, уважаемые гонщики, я думаю, что вы сегодня подогреете воздух в черте города Черногорска. Таким образом сэкономим на отоплении города, правильно, да? Друзья, для поднятия флага Российской Федерации приглашается очень важный человек для автоспорта Республики Хакасия. Человек, который спустя некоторое время вернулся в строй, наконец-то он присутствует здесь. Сергей Болиевский! Сережа, просим вас пройти к флагу! Постарел, Серега! Медленно двигай. Серега, молодец! Давай, Серега! Равнение на флаг. Большой Левуша Константина Тимофеевича присутствует ли он? Да. Друзья, давайте аплодисменты, потому что благодаря этим людям наше мероприятие есть возможность его провести, есть возможность развивать автоспорт в Республике Хакасия. Такое благодарственное письмо. Почетное место на стенах вашего предприятия. Магазин «Зебра» в лице скипера Галины Францевны. Я за нее. Друзья, у нас есть еще несколько грамот, которые мы обязаны вручить, и мы обязательно их вручим, но дело в том, что представителей сегодня нет на нашей площадке. Фирма «Ролл» вице-директора Андрея Владимировича обязательно получит благодарственное письмо. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. Я хочу обратить внимание, что все спонсоры, которые здесь сегодня присутствуют, в первую очередь постоянно вручают какие-то подарки и поддерживают. Да, ну вот здесь спонсор, которого знают практически в каждом регионе, где проходят зимние и летние трековые гонки. ООО «Славянский телеком» в лице Легаева Сергея Георгиевича. Не знаю, присутствуют ли здесь представители или нет, но мы точно знаем, что за первое место. Друзья, очень серьезная борьба. Я хочу сказать о том, что сегодня у нас присутствует сразу несколько телеканалов. Это ТНТ Абакан, СТС, то есть ТВ-7. Совсем скоро мы увидим трансляции с этих соревнований в телеэфире. Ну а я в свою очередь, друзья, наверное, побуду первым здесь, от стартовой площадки. Включу сейчас трансляцию перископ. Ну, во-первых, это будет вполне вероятно неким таким фото и видео финишем, видеофиксацией. Итак, что мы видим? ГАЗ-24 и ВАЗ-2106. Рома подня. Рома, мы идем вперед немножко. Нет, нет. И совсем. Весьма интересный заезд, состоять он будет из 4 кругов, об этом я с самого начала не сказал, но тем не менее.
4 круга. Воу, друзья, там какая-то проблема небольшая. Владимир Алаев на своем автомобиле попытался перескочить через бруствер, но тем не менее и продолжает соревноваться. Отвести бой. Видеофиксация на финише в виде прямой трансляции в Перископ, в интернете. Продолжает функционировать. Очень хорошо, очень бодро. Идет первым. Роман Богер. Владимир Алаев тем временем каким-то. Обратите внимание, друзья, на количество. Уже составляет весомый, наверное, метров 100 преследователя. Преследователя едет под номером 17. Номер сейчас он третью позицию занимает. Сергей Краснодар. Игорь Малыгин. Город Ачинска, насколько я помню. Ребята, это серьезно заруба такая идет. Очень серьезно, а это первый заезд. Это первый заезд. Готовы ли вы, зрители, смотреть на происходящее? Зеленый флаг поднят. Кто будет быстрее? Поехали, старт! Это борьба до 30 ВАЗ-2108. Белый светлый цвет оказался на старте немножко быстрее. Вырвался буквально на 3-4 метра. Да, но кто знает, что будет после первого виража. Ты, когда их построил, спрашивай разрешение на старт. То есть без разрешения не стартуй. По брусверу гонщик из города Кемерово, ребята. Решетнев Владислав, который является мастером спорта, и он доказывает это буквально после первого же поворота. Хотя на той святке тоже не выдержит, едет очень-очень быстро. Но на второй позиции сейчас. Иван Витюк был третий буквально секунду назад, но он встает по и перемещается на четвертую позицию. Свитка по направлению трансформируется. Возможно, это связка обгоняет. Владислав идет первым, Антон вторым. И совершенно неожиданно появилась еще одна калина в наших заездах. Я понимаю, немножечко опоздал. Заезд. Ну что, практически не меняется лидер всех. Самый скоростной, здорово. Вот и самые крутые красивые фотографии. Очень серьезный удар. Системы автомобиля. На третьей позиции Иван Витюк настигает своего оппонента. Иван нужно вернуть третью позицию. Нужно вернуть изо всех сил. Несмотря на то, что Иван идет по центру, по центральной траектории, соперник идет по внешнему краю трека. По внешнему всегда быстрее. Всегда, во всяком случае, знаете, друзья, нужно попадать в мир. Когда ты едешь на скорости 120 км в час, научится достать своего соперника. Мастер спорта, друзья, на первой позиции. Мастер спорта. Дядя Ваня, давай, мы болеем за тебя!
выиграл. Как он это сделал? За так называемый слипстрим, вернее, прошу прощения. Григорий Бекишев на третьей позиции. Ну что было за первое, второе? Это фантастика. Как бы не дала четвертое место, честно. Супер, получилось. Александр Толстикин. Половина светофора пробежала через 2,5. Сейчас мы вышли мимо вперед. Ребята, Понял, представитель Хакасии Рома Бодя едет по внутренней стороне сейчас, и не знаю, получится ли у него взять хотя бы второе место, как у него получилось буквально в предыдущем заезде. Но сейчас Денис Самсонов категорически отрывается от своих преследователей. Да, Рома Бодя, молодцов! Отлично! У Рома получается вырваться на вторую позицию с третьего места. Все пока хорошо. Но нужно доставать Дениса Самсонова. Не знаю, получится у него или нет. Волга радикально мощнее. Радикально мощнее. Мотор 2,5 литра против Володя Алаев на третью позицию пытается вырваться. Кандидат в получится ли у него? Я думаю, нет, сдает на повороте. Волга выскочила на бродер. Что скажет сейчас судейская команда? Все ли хорошо? Да, все ли пока нужна эвакуация, все ли хорошо? А с автомобилем Сергея Красноваева. Первый, подойди ближе к валу и желтым флагом показывай. Вполне вероятно, что сейчас прервется у нас заезд, но я не знаю. Автомобиль жестко висит на посередине, на шее. Занимает абсолютно все. Рома Бодя пытается что-то сделать с этим, но у него не получается. Нужно получить просто сейчас не упереться. И получится пройти поворот гораздо быстрее. Получается это сделать посередине трека, без использования брусера. Денис Самсонов доказывает, что он быстрее. Остались 150 метров. Рома едет исключительно прямо, не тратя, не разменивая скорость на какие-то виражи, пытается подобраться хоть как-то к своему сопернику, заклятому сопернику, и поэтому по предыдущему заезду. Что мы здесь видим, Владимир Алаев уступает свою третью позицию своему сопернику. Практически предопределенно, если не случится никакой оказии или чуда, то победа в
тянется за представителем города Ачинск. Ачинская команда сейчас вся дружно начинает танцевать весело. Потому что их пилот вновь в очередной раз занимает первую позицию. Да, что же там происходит? Владимир борется за носом в этом время. Неделимое целое. С Богом, как говорится, побежали. Итак, друзья, внимание! Делаем ставки, кто пойдет первым. На самом деле, я, насколько помню, в центре зацеп очень хороший. Очень хороший. Поехали! Антона Дресвянкина. Это досада. Но тем не менее ему это Нет, мешает. Ребята, будем держать кулачки за нашего пилота, который умеет сделать красиво. Владислав, первый, да! Да, вот это борьба, ребята, что там начинается сейчас? Все внимание на Владислав, конечно, молодцом, он идет первым, он поднимает огромный кучу пыли снежной. Но что происходит там дальше? Что происходит? Третья позиция Антон Дресвянкин, далее Иван Мисюк. Вот такой последовательности они идут. Четвертой позиции Толстикин Александр и на пятой позиции Максим. По-моему, я не помню, так, 11 не знаю, отсюда не видно из-за баннера спонсорского. Но наша задача смотреть вот сюда, в другую совершенно сторону, где происходит настоящие чудеса. Владислав на первой позиции по-прежнему упрочит свое лидерство, далее полкруга опережает. Владислав своих соперников на пол. Ну, согласитесь, это просто не зоны досягаемости. Даже если он сейчас остановится, он просто проедет. Итак, Григорий там борется за нестабильным поведением своего автомобиля. Очень много метров. На четвертой позиции. Его на хвост упал пилот, который опоздал. Он даже не проходил квалификацию, но тем не менее его поставили. Автомобиль решетку сейчас просто провиснет на заднем бампере. Попадает в слепстрим. И своим клиентом, например, есть возможность оторваться от ведущего четвертого. Финиш. Владислав финиширует. Теперь он будет опустить педаль газа. Антоша пытается вновь показать что-то. Сокращает по-прежнему отставание. Но нет. На второй позиции у нас оказался Григорий Никишев, кандидат в мастера спорта. 41
пока... Совершенно все может поменяться после прохождения первого виража по одной простой причине, потому что скорость на выходе из поворота по внешнему радиусу несколько выше, но тем не менее Волгу там немного подтекает. Пока Роман Бодня первый, пока он первый. А что, смотрите, обратите внимание, ребята, что происходит на второй, третьей позиции, какая там мощная борьба. Давайте болеть за него, потому что это на самом деле мощно. Это более мощный клуб. Рома поднимает за своим автомобилем. В этой пыли очень, и еще раз, очень сложно ехать, сложно ориентироваться, где поворот, где что, какую скорость, где нужно тормозить, ребят. Но тем не менее, все, что мы видим, это сейчас пока Роман Бодня, представитель Хакасии, идет первым в этом заезде. За ним, конечно же, представители Ачинска на более мощных Волгах. Волга просто настигает семимильными шагами, скажем так, соперника помимо напрямика. Более легкий автомобиль. Это какой-нибудь. Все должны быть на одинаковой массе. Но главное доехать, главное заработать очки. Эти очки очень важны в финальном протоколе, который составит 20 лет. А что мы видим? Роман по-прежнему первым, и это, друзья, радует в конце концов. Кто болеет за Хакасию, за корону Хакасии, ребята? Можно громче, но так, чтобы мы понимали, что мы не одни здесь. Кто за Красноярский край болеет? Остальные говорят, а Волгодин по-прежнему идет. Первым. Денис Самсонов сейчас немножечко меньше двигал, скажем так, попкой своего. Несколько быстрее. Несколько стабильнее. Но, если не случится неприятностей, а я надеюсь, не случится, Рома будет первый. Приготовьте максимум шума, ребята. Ваши клаксоны, ваши крики, аплодисменты, все готовим. Подождите. Надо не сглазить. Супер! Вот это эмоциональная битва была. Это была очень эмоциональная битва. Игорь Маланин финиширует. Ну что ж, ожидание очередного старта с национальными. Передний привод объема двигателя за 620 кубических сантиметров. Не маши вдвоем. В очередной раз, скажем так, на первой позиции. И он ставится Григорий Бекиш, представитель города Красноярска, Романа Калина, оранжевого цвета. А что мы видим позади?
практически ничего не меняется. Борьба только за первое, второе, третье место. Но по традиции самая серьезная, самая жесткая, самая ожесточенная битва. Вот интересно, что же там под капотом в этой восьмерке. Позиции в этом заезде с сильнейшим, мощным соперником, которого зовут Самсонов Денис, и представитель Ачинска. Ну, Волга впереди. Волга впереди после выхода из виража. Сразу же здесь мы видим очевидное преимущество в лошадиных силах, а дальше уже я не знаю, что должно случиться, чтобы восстановить статус-кво после прохождения первой половины круга. Да, они стараются, да, молодцы. Право аккуратно на грани нужно держать свой автомобиль, и тогда что-то получится. Как мощность рулит, она решает. Игорь Малыгин. Зарабатывая баллы в свою личную копилку. Потому что, судя по звуку выхлопа, не все хорошо работает. О, на вас залетел Дениска. Честно сказать, не знаю точно. О, а что случилось? Роман опять впереди. Роман впереди. Денис настигает его, обходит по внутренней части трека. Да как же это так? Вот это за него! Ну, Рома, теперь тебе все фишки, блядь, в руки, нахуй. Если ты сейчас, сука, заглохнешь, мы тебе сегодня не нальем. Все хорошо.
знаете что? Игорь может сейчас оказаться на второй позиции, если он надавит газ в пол. Ребята, сейф-ран невозможно, здесь нужно давить. А Игорь без колеса. Рома, только до финиша дает, и все. Ну, отрыв салют. Судья трассы говорит о том, что переднее правое колесо пробито на Волге. Бортовой номер 13, вот Игорь Волгин. На Хакасику. Наблюдаем финиш. А нет, не финиш. Нет. Пока еще ничего не наблюдаем. Все пока хорошо. Денис Самсонов. Сейчас я просто его болею. Нет, много угла. Примерно, конечно. Настоящий бойцовский характер. На спущенном колесе, абсолютно на спущенном он едет, он борется с невероятно тяжелым волговским рулем, старается, но он идет. Один вопрос, хватит ли стойкости, конечно, ну и что мы видим, вот теперь можно аплодировать работы за пробилку, молодцов. Борьба на самом деле могла быть еще более фантастической, еще более интересной, если бы Денис не вылетел на просто, если бы не сел на получился там посмотрим. Первые позиции. Что я хочу сказать в этом заезде? В этом классе у Волга по одинаковому количеству баллов и у Романа, и у Дениса. Максим, что можно будет сделать с Мужьевой, немножечко снять, скажем, подравнять его классы. Чтобы наиболее ярким и интересным. Ну, девятки не столкали, Все как обычно, друзья. Все как обычно. Все, что мы видим, это Владислав Первый. Что такое? Иван Мисюк! Ой-ой-ой-ой-ой! Держи, Иван! Отлично! Вот это да! Вот это да! Он удержал автомобиль! Удержал! После небольшого столкновения его просто вытолкнул Григорий. Григорий подтолкнул его. Как это получилось? Был? Сейчас он очень злой, он его должен догнать. Красноярск. Первая позиция по-прежнему. Влада Калина. Я не знаю, будут ли какие-то штрафные санкции этому пилоту, потому что такая ситуация произошла у пилота. Немножко растерял какие-то детали. Как вылетел, я снял. А до этого нет, да? Да, мы видим, что на треке стоит восьмерка Волга Тридцатки, значит, там случилась какая-то проблема техническая, да, он поднимает крышу завода.
То ли он не слышит, то ли что. Третий, убери дресвянки на трассе. Наблюдаем за происходящим. Внимание. Итак, главный бруствер для нас. Рома Бодня впереди. А это значит... С вами. И если так пойдет, то он станет лидером сегодняшних заездов в классе. Делает все, чтобы достать своего заклятого соперника, достать и где-нибудь на очередном повороте оказаться впереди или как минимум на заднем бампере. Если окажется на заднем бампере, то очевидно, что... Позицию удерживать ему в течение уже двух кругов, насколько я понял. Роман не допустит какую-либо ошибку, он по-прежнему останется на первой позиции. Это значит, что еще 5 баллов он заберет себе в копилочку. Игорь Малыгин, депозит отстает от лидера примерно на половину. Здесь главное доехать, потому что вот такое огромное расстояние сохранить невозможно.
Вечный флаг уже готов. Судья старта готов смахнуть им. А мы ждем появления клубов. Да, вот они, наконец-то. Рома Подня. Когда, ну, нельзя сказать, что исход гонки предопределен уже, но после того, как Владислав сорвался первым со старта, а зная то, как быстро он едет, как эффектно и эффективно он едет, мы понимаем, что догнать его, если он не совершит, догнать его, если он не совершит никаких ошибок, будет очень сложно. Но тем не менее, Иван Писюк по какой-то причине на второй позиции Григорий Бикишев, тот самый его соперник вновь на заднем бампере. Кто знает, вдруг повторится ситуация прошлого заезда. Не будет надеяться, что будет бесконтактный. Потому что контактные, конечно, нужны зрителям, но не сопротивление в воздухе, что его уменьшить и выехать вперед. Мощнейшая, сильнейшая борьба, ребята, сильнейшая борьба между пилотами. Владислав в конкуренции все выше и выше забирается по вопросу, как-то увеличить еще. Получается, пока наблюдается за вторым местом. Последний круг, Григорий Бикишев, третья позиция. Иван Писюк оказался на четвертой позиции, Максим Золотухин на третьей. К сожалению, пропустил тот момент, когда они поменялись местами. Хочу сказать, что в предыдущем заезде случилась небольшая конфликтная ситуация с вылетом Ивана по причине того, что его толкнул немножечко, подтолкнул задний бампер Григорий. Все решили оставить все в своих местах. Даже заезда не пересматриваются, все так не оставили. Но что касается нашего автора небольших мини-сенсаций, которого, как я уже его называл, это разгонные связки, его дисквалифицировали сегодня в заезде за грубое нарушение правил. Победа традиционная. Кто второе место? Третье место. Вот сейчас борьба за третью позицию. Максим Золотухин, третья позиция. Иван Писюк на четвертой. Ну и...
Боржу раскатить тяжелее. Он хорошо, когда он первый поехал и все. А дальше он едет. Толян сегодня, блядь, работает пиздец. Не то, что механик красноярский, не то, что, да. Сидит прямо, блядь, автобус у него работает. Рома, блядь. Слушай, что-то он Самсона прям такой. Вот тогда товарный тип. Вот такая. Ну давайте, друзья, кричать Рома, Рома, как это делают девчонки, которые вот здесь вот выплясывают, подпрыгивают. То ли от мороза, то ли от радости, что Роман ведет пока в этом заезде и уже движется на невероятной скорости, выходя из поворота в легком дрифте. Да, Роман, давай, к первой победе на первом этапе. Я не могу сказать точно, что победитель, но если верить тому, что его 4 победы, 4 первых места, скорее всего, человек, который претендовал на победу также кандидат в мастера спорта, город Ачинск. Светлого, ВАЗ 2109, светлого цвета. Золотокин Максим, город Красноярск, и Иван Мисюк, город Черногорск. Вот такая пятерка. Великолепная. Бывает Святослав, поехали. Иван Мисюк, Красноярск, первый. Владислав вновь занял позицию перед стартовавшим, по идее, чуть-чуть раньше, чуть-чуть быстрее. Иван Мисюков, но что будет в борьбе за второе, третье место? А там, как обычно, Григорий Бекишев и Иван Мисюк. Два соперника, два оппонента, но Калина по ощущениям немного быстрее. Да, Григорий сейчас осторожнее. Понятно, причина ясна тому, что он стал
невольно, как мне показалось, в одном из предыдущих заездов виновником вылета Ивана за пределы трассы. Сейчас они очень аккуратно. Владислав, конечно, аккуратнее. После начала виража, да, Иван отстал, но сейчас на его хвост сел очередной преследователь. Максим Золотухин, нет, отстает, Иван пытается настигнуть своего соперника, отстрел из глушителя, значит, льет бензина совершенно не по-детски, не экономит, скажем так, на возможной победе. Сейчас заметил, что у дяди Вани очень пацанский тюнинг на передних стеклах и на тонировочка. А это значит плюс 5 в карме среди подростков до 18 лет. Ну ладно. Наблюдаем за заездом. Максим Золотухин пытается прессинговать соперника. И садится очень плотно на хвост. Торможение экстренное. Высота вполне вероятно, не могу быть уверенным, но только продолжается. Максим Золотухин выходит вперед этого виража. И не выходит. Они борются, они продолжают бороться, и остается один круг. Всего один круг. Ребята, вы даете сегодня шаг, вы даете возможность поболеть болельщикам. Держим кулаки за своего пилота. Кто из них свой, кто не свой. Здесь каждый определяет сам самостоятельно. Вот четко знаем, что есть у нас лидер, который движется вперед, и его остановить ничего не может. Александр Толстикин просто доезжает, понимаю, свою гонку, делает это очень-очень медлительно. Кстати, насколько я знаю, Александр, наверное, единственный из пилотов, который... А что там происходит? А что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой! Такое бывает, ребята, за 150 метров от финиша! Ага! Ну давайте, Влада, поддержим! Нельзя открывать дверь! Нельзя! Ну что поделаешь? Выходим! Уходим с трассы, Владислав! Уходим с трассы! Я знаю, что Владислав сейчас лишится всех своих очков только благодаря тому, что он решил постоять и порастраиваться на треке. А это значит, что человек приехал из Кемерово просто так. И сейчас судейская коллегия вполне вероятно примет точно такое же решение. Ждем паузу. Конечно, сколько не будет. Год. Как-то, да. В итоге, по результатам, вот сегодня в заднем приводе, как ты думаешь, кто первое место занял? Наверное, я. Я так думаю. А помнишь, у тебя в какой-то гонке ты рассказывал, у тебя специальный лючок есть там под педалями, чтобы ногами помогать. Он остался? Да, остался, помогаем потихоньку. Стараемся. Нет, еще руками думаю. Когда на брусья наезжаешь. Да. Там специально подталкивают брусья. Призы от наших спонсоров. Спасибо большое. Давай. Призы от наших спонсоров. Сейчас, да, значит, подарки от магазина «Белая Русь», пожалуйста, наборы. В том числе булка хлеба там. То есть полный джентльменский набор.
Далее подарки от магазина «Зебра». Это автоодеяло, мне кажется, очень в тему в наши морозы. И еще подарки от ООО «Паритет Сибирь». Аксессуары для водителя в вашем пакетике. Спасибо большое нашим спонсорам. Бутылочка шампанского обязательно. Коробка Ролтона у нас еще. И бутылочка коньячка еще. Игорь потом подойдет. Тот момент, когда глаза говорят о том, что я остаюсь здесь навсегда. Ребят, второе место, класс «Волга» в первом этапе чемпионата республики. Это понятно уже. Денис Самсонов! По привычке слышали. Евгения перестаралась и вручила диплом за первое место Денису. По привычке. Это правильный, этот верный. Ваня, спасибо вообще. Беларусь, магазин «Зебра», ООО «Паритет Сибирь». Выдали мужикам одеяло, чтобы утеплиться, и коньячка, да? Ну и все, больше ничего, в принципе, и не нужно. И первое место, а кто же у нас за первое место-то боролся? А кто тот самый... Не позвали. Уходи, Рома, уходи. Я пытался вспомнить другой, чтобы озвучить это. Роман Бодни, первое место! В очередной раз подложили свинью. Этот раз в какасе свинья осталась. Наконец! Меня уже обнимай тогда. Обнимай всех, Рома. Пакетик, скорее. Все, батарея замерзла. пакетик, да, одеяла нет. О, давай, спасибо. Пакетик ООО «Паритет Сибирь», шампанское. Большое огромное спасибо нашему спонсору. Прости меня. Что сфотографируйся потом? Да, все фотографируются и все улыбаются. Все четвером улыбаются. Ромку сфотографируйте еще. Забирай давай лучше. Вам спасибо. А, ребят. Наш? Коробочка Ролтона. Серьезно. Вот сейчас настоящее счастье, да, такое? Вручили кружку, а то друг делал, да? Спасибо. Кто понимает, что все это осядет в гаражах, это будет потребляться в течение долгих дней постройки очередного автомобиля. Ну ладно. Что, Роман, тяжело? Да. Столько набрал. Нахапал, так сказать. А тем временем мы переходим к награждению в классе национальный. В первом этапе чемпионата республики Хакасия по зимним трековым гонкам. За третье место вручается грамота Ивану Мисюк. Как правильно, Мисюк или Мисюк все-таки? Подожди. Ну-ка, открой пакет. Вот этот Приз я передам Золотухину, который с такими трудами приехал, закусить ему. Самогонка и булка хлеба. Это хороший. Для этого, ребята, стоило в минус 40 ехать и долгие 400 километров. Ну и грамота, это обязательно. Второе место. Владислав Решетнев. Теплые одеяла, хорошие наборы автомобилиста, замечательный Ролтон. Ну и выпить шампанское. Студию. Шампанское. Я куда? Поставить? Они уже выпили просто. Что у нас есть, товарищ? Первое место Григорий Бекишев.
Сейчас мы выпустим. Коля, подай, пожалуйста, записать. Пакетик, дайте Грише. Сами поехали. Опа! Подождите, можно минуточку? За развитие нашего спорта, за поддержку, вот вам благодарность. Сергей Георгиевич, можно с вами сфотографироваться? Встаньте здесь к нам. Вот этот человек постоянно нам дарит вкусные призы. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо большое от всех. Хоть поднимите руку, хоть кто хоть раз получал такой вкусный приз. А были такие, а были люди. Вот ты хорошо. И все помнят. Все сфотографировали. Срок, будьте добры. Ролл со вкусом свинины, друзья, впервые. Причем вкус такой натуральный, настоящий. Фотографируйте. Ну-ка, Светик, зафиксируй обязательно. Два председателя федерации. Вот. Две женщины рулят спортом. Опустили мужика. Женщины везде рулят. Да, конечно. Сегодня не 8 марта, ну-ка, перестаньте тут. Все, вручили призы, подарки. Евгений, расскажите, пожалуйста, когда в следующий раз будем кружку раздавать? Момент, который мы хотели обсудить. Не очень важно, у нас все получилось. Мы подумаем, когда мы в следующий раз обязательно объявим в сетях, в интернете. Да, еще очень, пожалуйста, участники, подойдите к этому Коле, он вам даст приз от нашего постоянного партнера фирмы Ролби. После этого, Евгений, я просто могу сделать, раз уже еще Ролби и Хрючки здесь присутствуют, тогда можно обсуждать, когда в конце концов будет второй этап у нас чемпионата республики в Хакасии. Все, друзья, большое спасибо за гостям, за то, что преодолели огромное расстояние, зрителям, которые уже разъехались, за то, что сегодня смотрели, болельщикам за то, что болели, всем тем, кто присутствовал, просто за то, что были на этом событии, хотели сказать, что я это видел. Ну вот, всем давайте, всем пока. Доехал. И спасибо Немковым за сапоги. Саша!